принципе, где будут соблюдены интересы всех сторон, они могут быть соблюдены исключительно, когда мы будем вместе двигаться против тирана Путина, его преступной власти. Скажу откровенно, вы здесь сегодня, когда говорили о преступлениях, совершаемых Путиным, его властью, вы говорили за Грузию, за Молдавию, а чеченские преступления, которые он совершал, а где две войны, а где 300 тысяч убитых чеченцев и 42 тысячи детей, а цифра от 1 миллиона, третью часть, которую мы положили, Путин, российская власть, Кремль это сделала. Почему в ваших сегодняшних выступлениях не звучит это, и вы собираетесь так скромненько отмолчаться? Не получится это, и поэтому вы должны об этом тоже говорить. Я буду обязательно сегодня, я, собственно говоря, приехал в качестве гостя, чтобы провести переговоры с Ильей Пономаревым. Необходимо принять решение. Здесь, на вашей площадке, я осознанно хожу на вашу площадку. Я доверяю Илью Пономареву. Я доверяю тем заданным вами параметрам, потому что это единственное и правильное направление решения проблемы, без сомнений, которое наступит. Могу вам сказать откровенно, Украина, украинские власти, украинские спецслужбы, будь то военные или же, они не приемлют, что Россия вот в таком имперском состоянии может сохраниться. И они будут определять настроение будущей России, уверяю вас. И поэтому давайте договоримся с вами здесь. Давайте договоримся, что интересы всех народов, в том числе народов, которых сегодня российская власть, российско-имперские настроения давят и на Южном Кавказе, и на Центральной Азии, соберемся, сядем, обговорим, и в какой-то день здесь, на этой площадке, объявим всему миру, что здесь выражается не только, заметьте, в ваших рядах русские я вас не осуждаю, я приветствую, но где остальные народы, где чуваши, башкиры, татары, дагестанцы? Уважаемые друзья, начало у вас хорошее, работа у вас прекрасна, и к вам есть доверие. Но вы должны ваши возможности расширить, значительно расширить. Тогда придет доверие, и тогда вы будете являться единственным легитимным органом, которому доверяет международное сообщество. И последнее. Я такое пожелание хочу вам. Вы такие интересные задаете тренды, в последующем они очень будут серьезны. Илья, обращаюсь к тебе, мой друг. Надо вам решиться и перейти на очень важный шаг. Создать исполнительный орган. Не ждите с кем-то договориться. Уверяю вас, они прибегут к вам. Создайте исполнительный орган и договоритесь с Кавказом, с Центральной Азией и с народами Российской Федерации. Тогда вы будете единственным органом, который может представлять интересы российского государства. Удачи вам!